Друзья, мы в Уфе. И да, мы уже не в Абхазии. И, кстати, я еще хочу заметить, мы не в Дагестане. Мы в Уфе, друзья. И прямо за моей спиной находится колоннада. Давайте послушаем болгарскую музыку чуть-чуть. И как заявляют архитекторы, те, кто создавал, планировал, проектировал эту колоннаду, это точная копия Сухумской колоннады, которая находится в городе Сухум, конечно же, да, в республике Абхазия. Потому что наши республики, Башкортостан и Абхазия, они побратимы. Приезжал даже к нам в Уфу Аслан Бжаня, и они с нашим главой республики Ради Хабировым заложили первый камень в создании этой колоннады. Обещали, что построят ее, сдадут в эксплуатацию где-то в начале сентября, по-моему, или августа. Но, как мы видим, здесь до сих пор идут строительные работы. Ну, надеемся, что когда-то ее построят. Ну, а вы можете сравнить, как выглядит абхазская колоннада сухумская и как выглядит эта. И, друзья, у нас сегодня продолжается серия наших программ с прогулкой по Уфе. Сегодня мы находимся на монументе Дружбы. Вот такие вот красивые, замечательные виды. Будем сегодня обозревать стройку на монументе Дружбы в городе Уфа. Покажем, какие здесь сейчас ведутся работы, как это все выглядит. И еще немножечко окунемся в прошлое, и я покажу, как это выглядело, ну, скажем так, лет 10 назад. Если честно, мне в те времена гораздо больше нравилось, как выглядела набережная. Да, она немножко выглядела, конечно, провинциально, скажем так, и с какими-то советскими отзвуками. Вот эти вот бетонные ямки, трава, прорастающая среди них. Но, если честно, есть в этом какая-то романтика, по которой я, если честно, очень-очень сильно скучаю. Ну, давайте гулять. Друзья, мы мечтали уже несколько лет прокатиться на уфимском теплоходе по реке Белой. И сегодня, случайно оказавшись на прогулке на монументе Дружбы, на набережной, мы достигли своей мечты, своей цели. Мы сейчас будем кататься на стареньком вот таком классном теплоходе, друзья. Нашему взору представляется то, как выглядит реконструированная городская набережная. Однако далеко не все разделяют ее так называемую красоту. Набережная полностью забетонирована, и на ней нет выдающейся текстуры или какого-то рельефа. Практически нет открытой земли, нет возвышающихся объектов вроде деревьев или ларьков. Если вам повезет и вы окажетесь на набережной в солнечную погоду, то приготовьтесь к тому, что спрятаться от солнца здесь практически негде. Продолжительность речной прогулки примерно 45 минут. Сначала теплоход движется вверх по течению, и нашему взору открываются новостройки Кузнецовского затона. А на противоположном берегу реки частные дома по улице Зои Космодемьянской. Далее теплоход делает разворот на 180 градусов и отправляется вниз по течению.
С этого ракурса открывается вид на причал, с которого мы отправлялись, а также на визитную карточку Уфы – монумент дружбы. Немного правее монумента в реку Белую впадает один из ее городских притоков – река Сутолока. Въезжая в город Уфу на автомобиле со стороны Оренбурга, вы непременно будете пересекать Бельский мост через реку. Однако этот мост был построен в 1993 году и не представляет собой никакой истории, в отличие от своего арочного брата, старого Бельского моста, построенного в 1956 году. В данный момент мост практически отсутствует, так как закрыт на реконструкцию в марте 2022 года. Ранее я обещал, что мы с вами окунемся немного в воспоминания. Примерно в 2010-х годах Уфимская набережная выглядела довольно провинциально. Также здесь любила собираться местная молодежь, и мы не были исключением. Уже тогда практически всегда у меня была в руках цифровая камера. И как выяснилось, не зря я старался запечатлеть все моменты того времени. И сейчас эти фото напоминают о том, казалось бы, совсем беззаботном времени. Далее теплоход делает разворот напротив самой большой конной статуи в Европе – памятника Салавату Юлаеву, и направляется в сторону причала. Ну что, друзья, давайте подводить итоги нашей прогулочки на теплоходе. Прогулка стоит 350 рублей со взрослого человека. Детям, конечно же, проезд, прокат, проплыв, как еще это назвать. Прогулка на теплоходе детям бесплатная. Конечно же, все равно дают билет, там нулевая цена стоит. Мы сначала не поняли, думали, а что это он нам третий билет пробивает. А потом такой, да вы что, ребят, это же самый дорогой билет. А я потом смотрю, там на лике написано, оказывается. Так что вот, рекомендую прокатиться на теплоходе. Особенно приятно это сделать в такую солнечную погоду. Ну и, конечно же, всей семьей, друзья, обязательно катайтесь на наших уфимских теплоходах. Это здорово, классно. Сбылась одна из наших заветных мечтов. Мечт. Спасибо большое вам.
Недалеко от колоннады расположен музей под открытым небом, который начали создавать в ноябре 2022 года. Первый объект, который городу возвышается на площади, это стелла «Уфа. Город трудовой доблести». Стелла увековечила трудовой подвиг наших жителей в годы Великой Отечественной войны. В Уфе собирали двигатели, производили топливо для самолетов и танков, моторное масло, аппаратуру для связи. Что касается производства топлива, здесь же располагается еще один памятник техники – станок-качалка СКН-3915, изготовленный в 1949 году. При помощи него добывали нефть в Ишимбайском районе, аж вплоть до 2012 года. За время его эксплуатации на поверхность было поднято 26,5 тысяч тонн нефти. Еще один памятник под открытым небом – это авиационный поршневой мотор М105ПФ. В период Великой Отечественной войны этот мотор был одним из самых массовых по выпуску и применению. Моторы устанавливались на истребителях семейства Як, бомбардировщиках и самолетах Лаг-3. Такой объем двигателей и самолетов помог победить врага и дойти с победой до Берлина. И неофициальное его название – «Двигатель Победы». Заключением экспозиции под открытым небом является капсула времени. Здесь размещена капсула, заложенная в 1974 году в честь 400-летия города Уфы, а также новая капсула времени, которая будет вскрыта в 2074 году. Прямо на месте нами были произведены кое-какие математические расчеты, благодаря чему мы поняли, что в принципе посетить это место в 500-летие города мы сможем. Однако к моменту вскрытия капсулы мне будет аж 87 лет. Ну что, друзья, спасибо большое за то, что посмотрели этот ролик. Сегодня на этом месте мы ставим точку в этом ролике с нашей прогулкой по набережной и по реке Белой на фоне копии Сухумской колоннады. Кстати, хочу отметить, что эта колоннада, она уже сделана со всякими такими вот нашими национальными вставочками, вот эти башенки, рисунки, поэтому все-таки она отличается. А еще Катя говорит, что она и размером меньше, якобы, чем Сухумская. Вот если вы в курсе, нам, пожалуйста, напишите. Мы замеры никакие не производили, поэтому я не знаю, насколько эта колоннада меньше, чем Сухумская. Спасибо, что посмотрели этот ролик. До скорого. Пока, пишите в комментарии. Я Матвей Дренкин. До свидания.